Сталинградская битва – одно из самых важнейших сражений Второй мировой войны. Она началась в середине июля 1942 года, а уже 14 ноября немецкая армия вышла к окраинам Сталинграда. Сражались за город-герой как на земле, так и в воздухе. У врага было превосходство в авиации, город бомбили нещадно. Из-за авиаударов погибли десятки тысяч сталинградцев. Очень важная битва, очень масштабная битва, так как она задействовала в себе такие территории, как Ростовская область, Воронежская область, современная Волгоградская область и Республику Калмыкию. Там было сосредоточено около 3 миллионов человек. Жертвы были соответствующие. Победа Красной Армии знаменуется, несомненно, но она далась нелегко. До 1 150 000 человек – это безвозвратные потери Красной Армии. Со стороны неприятеля тоже около 1,5 миллиона человек погибшими. В битве за Сталинград плечом к плечу сражались тысячи советских солдат и офицеров, более 200 из них выходцы из Ингушетии. Один из них – житель Насыркорта Туган Шахмурзиев. Ему было 19 лет, когда началась Вторая мировая война. Он прошел боевой путь от Грозного до Берлина. Великая Отечественная застала его уже опытным бойцом. В октябре 42-го недалеко от Сталинграда подразделение Тугана получило приказ любой ценой освободить взятую немцами деревню Морозовку. Задание было выполнено. Тогда, благодаря полученным сведениям, они отбили огромные отряды эсэсовцев, которые превосходили их и по численности, и по оснащенности. Эта победа далась нелегко, и за блестяще проведенные там бои он получил медаль за отвагу. Позже будет еще одни бои, в 1943 году уже, где-то в начале года, когда он первым кинется в окопы к врагам, проберется в их штаб, арестует их радиостанцию и заберет штабные документы. Именно за это он уже высшим командованием ему будет дан орден Красной Звезды. Еще один известный ингуш-защитник Сталинграда, основатель этого музея Туган Мальсагов. В первые же дни, несмотря на бронь, он был политруком. Туган Мальсагов отправился на фронт. После окончания военно-политического училища получил звание лейтенанта и был зачислен в 343-ю стрелковую дивизию 21-й армии, которая в числе прочих обороняла Сталинград. Служил верой и правдой, был активным участником боев за Кавказ, также участник боев за Сталинград. В его копилке имеется такая медаль, как за оборону Сталинграда. Именно в 1942 году, когда были вот эти вот комплексные бои, наступательно-оборонительно, он и получает свое страшное ранение многоосколочное, от которого он уже до конца жизни не оправится. Это человек, который, будучи демобилизованным ввиду инвалидности второй степени, примет участие в Малгобекской оборонительной операции. Это человек, который перенесет ссылку, и, будучи политруком, ему предложат более комфортную поездку в Казахстан, а он предпочтет остаться со своим народом. Это человек, который в числе первых вернулся на свою родину, обнаружил, что мы живем не в городе Назрань, а в городе Костах-и-Тагурово. Это лишь несколько имен ингушей, которые своим подвигом заслужили уважение на фронте. Двое выходцев из республики в Сталинградской битве дослужили до подполковника, а в их честь названы улицы в Сталинграде, ныне Волгограде. У нас есть 2 подполковника известных. Это Картоев Джабраил Дабиевич и Абадиев Японц Арсакиевич, третий с краю. Это выслужившиеся солдаты, это люди, которые до 30 лет служили в рядах Красной Армии, это люди, которые отличились храбростью, великолепными стратегами себя показали, и в честь них современный город Волгоград назвал 2 центральные улицы – улица Абадиева и улица Картоева. По воспоминаниям моего дедушки, участника Великой Отечественной войны Ужахова Гамида Ибрагимовича, его судьба сведет с Абадиевым Японцем Арсакиевичем во время войны, когда они будут ранены в госпитале. И, по его воспоминаниям, Абадиев, японец, отличался храбростью, он ручался просто всепоглощающей преданностью своих солдат. Основной задачей, он всегда говорил, возвращение своих солдат живыми назад. Поэтому, когда ставилась задача боевая перед Абадиевым, отбоя не было от тех, кто желал бы идти под его командованием.
Наступление немецких войск в Сталинграде захлебнулось 31 января 1943 года. Ранним утром немецкий командующий произнес фразу «Фельдмаршал Паулюс сдается Красной армии в плен». Для Гитлера имело большое значение символика. Он рассчитывал использовать в пропаганде разгром Красной армии в городе Сталина. Но именно здесь, наоборот, враг встретил свой крах, в том числе и по заслуге воинов-ингушей. Муслим Ганиев, Мухаммад Дарсигов, Магаз 24.